18 апреля в Саранске чествовали победителей конкурса «Посвящение Русскому музею». В этом году этот храм искусства отмечает 120-летие. Авторов лучших конкурсных рисунков, стихотворений и эссе наградили подарками и призами сотрудники музея имени Эрзи. Подробнее в сюжете Кристины Марценюк и Александра Гурьянова. Этот рисунок выполнен карандашом. Русский музей императора Александра III. Именно так до 1917 года называлась культурная сокровищница – хранилище крупнейшего собрания российского искусства. Ее автор Ирина Тарасова сегодня, к сожалению, не присутствует на награждении, но диплом и каталог Русского музея на память получит все равно. Конкурс длился целый месяц. На суд жюри были представлены работы в номинациях «Рисунок», «Стихотворение» и «Эссе». Конкурс проводился с 21 февраля по 19 марта. И он проводился в нескольких городах. Это 4 города. 3 города, в которых работает культурно-выставочный центр Русского музея. Это Ярославль, Казань, Мурманск. И в нашем городе Саранске, потому что у нас открытие КВЦ Русского музея планируется завтра. Награждает победителей Марина Красовитова, сотрудницу Русского музея. Кроме рисунков и эссе, ему посвятили и стихотворение. Юлия Панькина в своем произведении перечисляла, если не всю коллекцию Русского музея, то во всяком случае ее значительную часть. Пусть все это формальности. В рюкзаке билет в 2 конца. А мое настроение просит лестниц. Айвазовского и Бенуа. Участники писали и рисовали свои впечатления. Кто-то бывал в Петербурге на выставках, другие познакомились с шедеврами благодаря виртуальному туру, не отходя от компьютера. Этот конкурс важен для Русского музея. Открытие выставочных центров по всей России, совместные проекты, конкурсы и встречи в разных регионах. Шаг к созданию единого культурного информационного пространства. Ведь искусство во все времена объединяло людей. Для нас, в общем-то, тоже очень важно открытие в регионах вот таких уголков Русского музея, уголков Санкт-Петербурга. И многофункциональный культурно-выставочный центр, он как раз даст возможность показать все ресурсы, которыми мы располагаем в первую очередь. Кроме подарков и дипломов, участников ждал еще один сюрприз. Они одними из первых накануне открытия увидели выставку величайшего художника-философа Николая Рериха. Для Юлии Панькиной это настоящий подарок. Впервые творение мастера она увидела в Санкт-Петербурге в прошлом году. Впечатлений хватило на целое творчество. Для меня огромное впечатление представляли не только полотна, но и предметы быта, о которых я и писала в своем стихотворении. Это Головинская братина, которая сейчас даже имеет огромную популярность, и огромное количество людей восхищаются этим творением. 19 апреля в музее Эрзи пройдет открытие выставочного центра Русского музея. Теперь жители Мордовии смогут воочию увидеть сокровища его коллекции, не покидая родную республику. Великолепная возможность прикоснуться к прекрасному. Кристина Марценюк, Александр Гурьянов. Народные новости.